Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем мужчину, который признался в убийстве своей супруги в одном из домов в поселке Кульсиитово. Я стоял, посмотрел на нож, видел кровь, понял, что я сделал. Расскажем о наезде на подростка в Константиновке и гибели мужчины под колесами иномарки в Высокогорском районе. А также мужчина получил ожоги во время пожара в квартире дома на улице Павлюхина. Ноги сгорели, живой в тяжелом состоянии, но он дышит в том сознании. Возгорание частного дома на Новоосиновской и задымление в кафе. Дымогенератор просто работал, и он подавал дым, и она его отрицала. Это и не только прямо сейчас. Советский районный суд сегодня избрал меру пресечения 32-летнему Евгению Гусыгину, обвиняемому в убийстве своей 30-летней жены. Трагедия произошла в одном из домов по улице Оптиков в Кульсиитово. Соседи предполагают, что поругаться супруги могли из-за денег. Женщина зарабатывала больше мужчины, что задевало его достоинство. Но сегодня на процессе он рассказал о мотивах, побудивших его схватиться за нож, ударить женщину в живот и потом пытаться уйти из жизни самому. Сначала мне сын прибежал, сказал, что там полиция, что там женщину порезали. Маленький сын мне прибежал. Услышав об этом от сына, мужчина был шокирован. Соседи не ожидали, что что-то может случиться в этой с виду благополучной семье. Рассказывают, они жили тихо и спокойно, шума не создавали. Все было так же и в субботний вечер, пока не приехали полицейские. Там деньги собирали на, кто сколько может, вроде бы маме вот этой женщины погибшей. Произошла трагедия там, а прибежала она второй дом на повороте. Со слов соседей, трагедия разыгралась в этом доме. Супруги поругались на почве того, что жена зарабатывает больше мужа. Мужчине это не понравилось, он схватился за нож и ударил ее в живот. С ножевым ранением женщина выбежала из дома и зашла к соседям, они вызвали полицейских. В это время мужчина порезал себе вены на руке. Их трехлетняя дочь играла во дворе и не видела, как ее отец набросился на маму. Их обоих госпитализировали в больницу. Ранение женщины оказалось смертельным. Она скончалась на следующий день после случившегося, а ее супруга задержали и предъявили обвинение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сегодня следователи обратились в суд для избрания меры пресечения. На процесс Евгений Гусыгин пришел уже с вещами. В ожидании решения рассматривал фотографию маленькой дочери. В зале суда со слезами на глазах он рассказал, что сам не понял, как все произошло. Намерения убивать у меня не было. Это было шоковое состояние. После долгих отношений, напряжений, после ревности, после всего, она вернулась с очередной вечеринки. На вопрос мой, материться не дает? На вопрос, она ответила, Обвиняемый. Да я не знаю, какое слово применить. С довольным лицом. В тот момент лежал нож рядом. Я хотел просто сделать больно, не убивать. Она убежала, я за ней не бежал, никуда. Я стоял, посмотрел на нож, видел кровь, понял, что я сделал. Следствие полагает необходимо избрать обвиняемого Гусыгина меру пресечения заключения под стражу. Он и сам вину не отрицал, но обратился к суду с просьбой. Я виноват, я не отрицаю, я понесу вину. Но у меня единственная просьба – побудь ребенком. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Евгения Гусыгина на 2 месяца в следственный изолятор. Тем временем опеку над малышкой планирует оформить ее бабушка, мать убитой женщины. Нафиса Минязова, Лейсан Саитова, Андрей Ключников. Вызов 112. 15-летний велосипедист пострадал сегодня днем на улице Советская в поселке Константиновка в результате столкновения с «Газелью». 51-летний водитель фургона на перекрестке сбил подростка, который двигался ему на перерез и по правилам дорожного движения должен был остановиться перед тем, как ехать дальше, но этого не сделал. В результате дорожно-транспортного происшествия 15-летний велосипедист с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение. 72-летний пешеход погиб под колесами «Тойоты» в Высокогорском районе. Трагедия произошла недалеко от села Куркачи. Сотрудники ГИБДД установили, примерно в 10 часов вечера мужчина шел прямо посередине проезжей части. Водитель иномарки его заметить не смог. Скорость, с которой он ехал, была чуть выше разрешенной. Удар пришелся в левую сторону иномарки. Как рассказали коллеги погибшего, он работал охранником на ферме. В этот день выпивал и пошел домой. Почему шел прямо посреди трассы, ответить они не смогли. От полученных травм мужчина скончался на месте.
72-летний мужчина пострадал в результате пожара в квартире на 4-м этаже одного из домов на улице Павлюхина в Казани. Сообщение о возгорании поступило на номер вызова пожарной охраны 101 в 20 часов 50 минут от соседей. Подъезд стал быстро заполняться дымом, гарь проникла в соседние квартиры. И если жильцы нижних этажей смогли эвакуироваться самостоятельно, то людей с 5-го этажа на улицу выводили спасатели в кислородных масках. Нам одевали маски. Она живет прямо над квартирой, где вспыхнул огонь. Говорит, если бы не пожарные, выйти на улицу жители 5-го этажа, 2 женщины и 2 детей не смогли бы. Первый запах гари почувствовала ее внучка. Вскоре вся квартира наполнилась дымом. Ну ладно, вот у меня внучка. Увидела дым, сразу позвонили пожарному. Я сразу побежала, к соседям стала стучаться. Быстро поняли, что горит однокомнатная квартира на 4-м этаже. Там живет 72-летний мужчина. Соседи рассказывают, он не прочь выпить, курит порой прямо дома. В этот вечер у него в гостях был друг. Выпивали вместе с ним. Но по рассказам очевидцев, хозяин квартиры был сильнее пьян, чем его гость. Когда это все произошло, как раз друг его и вынес. С другом все нормально, а он, получается, скоро сказал, ноги сгорели, живой в тяжелом состоянии, но он, говорит, дышит, в сознании. Он, говорит, не в состоянии был. Я, говорит, его на плечо закинул и понес. И только он мне, говорит, щеку еще поцарапал. Он, говорит, меня так соскользнул и зацепил меня. Очаг возгорания, по предварительным данным, был у этого кресла. От него мало что осталось. Площадь пожара составила около 2 квадратных метров, но от огня, дыма и жара пострадала не только эта квартира, но и подъезд и жилье соседей. Электричество им включили сразу, как только пожарные разрешили вернуться в квартиры. Это точно на телефон? Да. Ничего такого, да? Не электричество? Точно? Это не нет, почему я? Это не касается? Нет. Ну все тогда, почти все равно. У меня нет ни телефон, ни открыться. Попробуйте включить, да? Под дверь некрасивая теперь. Кто будет нести ответственность за пожар и возмещать причиненный ущерб, будет понятно после установления причин возгорания. На это у дознавателей есть 3 дня. Лена Зинатульна, Константин Бушуев, вызов 112. Частный дом вспыхнул вечером на улице Новоосиновская. Загорелась комната на 2-м этаже. В момент возгорания хозяева, супружеская пара, были дома. На работе находились только 2 их сыновей. Соседи не сразу поняли, что горит дом. Почувствовав запах гари, решили, что кто-то затопил баню. Бросились к погорельцам, только увидев из окна открытое пламя. Хозяйка с мужем там внутри. Они в нормальном состоянии, не пострадали. Люди в огне не пострадали. Пожарных вызвали сами хозяева дома. Прибежавшим на помощь соседям оставалось, пожалуй, только морально поддерживать семью. Пожар вспыхнул в одной из комнат на 2-м этаже. Огнеборцы быстро справились с открытым пламенем, но, проливая конструкции, предотвращая возможное повторное возгорание, разобрали часть крыши. С той стороны у них тоже комната есть, там вроде бы не сгорело, а вот эти комнаты уже бесполезны. Говорят, в этом доме живет прекрасная семья, муж с женой и 2 сыновей. Переехали лет 5 назад. Дом они сами не строили, купили уже готовый. Хорошая семья, они вообще спортивные. Вот она белая, в одной футболке, в шортах, может снег почистить. Они нормальные люди, спортивные. И сыновья такие спортивные. Соседи рассказывают, сначала, когда почувствовали запах дыма, решили, что кто-то затопил баню, но вскоре увидели вырывающееся из окна пламя. Причиной возгорания считают короткое замыкание проводки, но точную причину пожара установят дознаватели. Радик Фархулин, Константин Бушуев, вызов 112. А в половине 1-го ночи прохожие сообщили в пожарную охрану о сильном задымлении в помещении одного из кафе на улице Декабристов. Заведение было уже закрыто, но через стеклянные двери было видно, что все внутри заполнено густым дымом. Пожарным не оставалось ничего другого, как вскрыть входную дверь и обследовать помещение. Открытого огня не было, а источником задымления было оборудование кафе. Вскоре приехал и владелец заведения. Он объяснил произошедшее сбоем в работе коптильни. Она полностью автоматизирована и работает по ночам, когда заведение закрыто. У электрической коптильни сработала заслонка о том, что выключить подачу дымогенератора, и дымогенератор просто работал в заведении. А дымогенератор работает без воспламенения и так далее. И он подавал дым, и она его отрицала. Соответственно, он выходил.
Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.